шуршат машины и сигналят. В парке древний рассказ расскажут вам. В одном городе, Когда-то среди всех деревьев лиственница была самой красивой, статной и сильной. Каждый день, проходя мимо дерева, мало кто из нас осознает его ценность, а где-то даже недооценивают. Воздух, которым мы дышим, улучшается именно благодаря деревьям. Кроме того, одно дерево может быть домом для сотен видов насекомых, грибов, мхов, млекопитающих и растений. А в знойную жару или дождь по деревам можно найти укрытие и спасение. В сюжете спектакля старая мудрая лиственница постоянно подвергается опасности. То возникает пожар от окурка, то ее хотят спилить. А ну-ка уйдите с дороги, дайте мне сделать свою работу и уйти. Кого это ты хочешь спилить? Стыда у тебя нет. Совсем нет. Старое дерево, отойди. Спектакль учит детей, чтобы они берегли природу, чтобы не мусорили, не сжигали костры, где попало. И главное, чему учат, это чтобы дети были более добрыми. Около ветвистого дерева любят играть Коля и Катя, а также их четвероногие друзья – пес-пират и кошка Маша. Преданные друзья лиственницы, как одна семья, спасают дерево и весь окрестный парк. Спектакль обращает внимание юных зрителей на то, что окружающую среду и природу необходимо беречь. Мне понравился спектакль, потому что он смешной и там говорят хорошие вещи. Мне очень понравился спектакль, и я учла, что лучше переработать бумагу, чем спилить дерево. Деревья не нужно срубать, и старую бумагу можно переработать в новую. Что нельзя убить дерево. Дерево – это дом для животных, насекомых, и надо беречь природу. Сказочный и поучительный сюжет, красочные декорации, яркие куклы и игра актеров вдохновила многих. А если довольны дети, довольны и родители. Побольше бы таких мероприятий в период летних каникул, говорят зрители. Организаторы, в свою очередь, отмечают, что национальный парк на этот месяц подготовил обширную, развлекательную и культурную программу. Помимо спектаклей бесплатных, парк организует также множество других мероприятий, таких как в июне у нас запланированы такие мероприятия, как открытый микрофон, фестиваль красок, Holy Face, также пенная вечеринка и множество других. Это вот мероприятия, проводимые парком. Также на территории парка у нас проходят и республиканские фестивали. На следующей неделе пройдет республиканский фестиваль Уз-Шевет-2. Приглашаем всех жителей города с детьми в летний сезон посетить наш парк. А мы напоминаем, дорогие зрители, что Национальный парк совместно с Тувинским театром кукол приглашает маленьких зрителей на кукольный шоу-концерт «Микс Кейс», который состоится 16 июня в 16 часов. Пока, ребята! Пока! Айра Сабуяноюн, Софья Сай, телеканал Тува-24.